Добрый вечер, дамы и господа. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан приветствует вас на закрытии просветительского абонемента «Филармонические сезоны. Балеты Дягилева». Дирижирует и рассказывает заслуженный артист Республики Башкортостан, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня завершаем масштабный цикл концертов. Сегодня 4-й вечер, филармонические сезоны и балеты Дягилева. Как вы помните, во втором отделении каждого концерта мы играем музыку композиторов, на мировую известность которых Сергей Павлович Дягилев, великий театральный деятель, оказал огромное влияние. А в первом отделении каждого вечера выступают солисты Московской государственной филармонии. И именно в таком статусе сегодня выступит с нами народный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин. Первое отделение нашего вечера посвящено музыке выдающегося немецкого композитора Франца Данци. Он был всего на 6 лет младше Моцарта, а ушел из жизни всего на 1 год раньше Бетховена. И он является одним из крупнейших композиторов той эпохи, то есть он был, с одной стороны, современником классиков Гайдна, Моцарта и Бетховена, а с другой стороны, крупнейшим композитором в том смысле, что он осуществлял переход от классицизма к романтизму в своей музыке. Он автор очень большого количества сочинений, он написал порядка 6 опер, 6 симфоний, 2 концертные симфонии, много инструментальной музыки, но после ухода из жизни его музыка временно была забыта, вероятно, потому что романтики уже создавали такие монументальные симфонические полотна, и рояль выходил на первое место как солирующий инструмент, а для рояля Данци не писал. Он был композитором, выдающимся дирижером и виолончелистом. Но во второй половине 20 века начался интерес, возрождение интереса к его музыке. Он очень много записывается на диски, его музыка, особенно его инструментальная музыка, которую вы сегодня и услышите. То есть внешне это абсолютно классический композитор, он писал в классических формах, но по духу, по наполнению его музыка ярко выраженно театральная и романтическая. Вы в этом сегодня сами сможете убедиться. Открывает нашу программу его вариации на тему из оперы Моцарта «Дон Жуан» для кларнета с оркестром. И уже с самого начала здесь слышна романтическая черта. Произведение начинается не так, как принято в классике, в основной тональности, либо со вступления, но тоже в основной тональности. Но сами вариации написаны в мажоре, а начинает он с минорного, углубленного, где-то драматического вступления. Это абсолютно романтическая черта, такого в классике существовать не могло. А позднее композиторы эпохи романтизма это будут использовать и расширять до невероятных размеров такие вступления. Состоит это сочинение из 3 разделов: вступление и сама тема, затем вариации и заключительная часть ронда полонез. Итак, Франц Данци, вариации на тему оперы Моцарта «Дон Жуан» для кларнета с оркестром. Солист Московской филармонии, народный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин. Встречаем!
Продолжает и завершает первое отделение нашей программы концертная симфония Франца Данцы для кларнета и флейты. Это уникальный состав, очень редко такое бывает. У него две концертных симфонии для кларнета и фагота и для кларнета и флейты, которые мы сейчас исполним. Опять же, с точки зрения внешней формы, это абсолютно классическое трехчастное произведение, но, например, факт написания второй части в форме и духе оперного дуэта, такого в классике, конечно, не могло существовать. Во второй части флейта и кларнет играют под аккомпанемент пиццикато, виолончели и контрабасов, и также там играют валторны и фаготы. Это абсолютно как в духе россиневского оперного дуэта написано, и, конечно, это абсолютно романтическая черта. Ну, а первая часть и финал поражают нас своей искрометностью, виртуозностью и тоже началом романтических мелодий, началом романтизма. Вообще, это произведение удивительно сложное и быстрое для исполнения, и еще одна черта соединения с одной стороны классики, с другой стороны романтики, но все-таки преобладание классики в том, что после прослушивания этой музыки остается удивительное ощущение восторга, радости. Это по-настоящему концертное произведение. Сочинение состоит из 3 частей. Убедительная просьба не аплодировать между частями. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Франц Данцы, концертная симфония, спасибо, для кларнета и флейты с оркестром, солисты, народный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин и солистка Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Ксения Мороз, флейта. Встречаем!
Антракт 15 минут. Мы продолжаем наш концертный вечер. Я забыл сказать в первом отделении, что оба произведения Данцы были уфимской премьерой. Они впервые звучали в Башкирии, в Уфе. Вот. А во втором отделении мы завершаем сегодня, я бы так хотел сказать, продолжаем. У меня такая ностальгия уже
завершаем наш прекрасный абонемент «Балеты Дягилева». Мы все 3 предыдущих концерта исполняли целиком балетные полотна, которые написаны по заказу Дягилева. А на заключительном концерте я изначально планировал сыграть фантастический бутик, балет, который Респиги написал по заказу Дягилева. Но сейчас очень трудно с доставкой нот из-за рубежа, и у нас не получилось сейчас его представить, но может быть в следующем сезоне получится. Но зато у нас сегодня поистине гала-концерт импрессионизма, буквально парад импрессионистов. Так сложилось, что Сергей Павлович Дягилев работал, был театральным деятелем в ту эпоху, когда происходил расцвет импрессионизма. И сегодня прозвучит музыка титанов этого течения музыкального, и не только музыкального, Клода Дебюсси, Мариса Равеля, французов, и итальянского гения от Торино Респиги. Импрессионисты создавали очень утонченные, изысканные сочинения, и с другой стороны, очень ясные с точки зрения структуры и с точки зрения выразительных средств. И очень часто музыковеды говорят об условной бесконфликтности в произведениях импрессионистов. Это, конечно, весьма условное понятие, но та музыка, которая прозвучит сегодня, действительно во многом бесконфликтна. Что это значит? То есть здесь не так, как в музыке Малера или, скажем, Бетховена, когда Бетховен говорил, что музыка, симфония должна двигаться от мрака к свету, через борьбу к победе, постоянное преодоление себя, обстоятельств и выход в какой-то катарсис, в победу над самим собой и над этими обстоятельствами. Нет, в музыке импрессионистов более важно пейзажное, картинное начало. Мы можем подолгу пребывать в одном состоянии блаженства, благоговения, и поэтому у импрессионистов самым распространенным музыкальным жанром были небольшие пьесы и сюитные циклы. То есть сюиты – это большое произведение, но которое тоже состоит из маленьких частей, как, например, балет может состоять. Ну а с точки зрения содержания импрессионисты черпали вдохновение в народном фольклоре, в частности французском, восточном, в старинных ладах, в григорианских хоралах, в полифонии раннего Возрождения, вообще в старинных музыкальных формах. Сегодняшний концерт даст вам почувствовать, насколько это пейзажное картинное начало важно у импрессионистов и насколько на первый план выходит роль звука и индивидуального тембра инструмента сама по себе. Открывает наше второе отделение знаменитое сочинение Мориса Равеля «Павана, усопший инфанте». Кстати, Равель, как известно, стал знаменитым на весь мир благодаря Дягилеву, когда написал по его заказу балет «Дафнис и Хлоя», который мы целиком в прошлый раз исполняли. «Павана, усопший инфанте» была написана в 1899 году Равелем, еще в консерватории, а затем в 1910 оркестрована и обрела большую популярность именно в таком оркестровом варианте. Равель сам, отвечая на вопрос, почему усопший, говорил о том, что это совсем не имеет отношения к содержанию. Ему просто понравилось звучание этих слов на французском языке. И здесь речь просто о танце, который могла танцевать маленькая принцесса, то есть инфанта, когда-то в давние времена при испанском дворе. Вообще павана как танец была очень распространена в Европе, особенно в Испании в XVI веке. Это был церемониальный танец, мог быть въезд властей в город, проводы, например, невесты в церковь. Ну а павана Равеля отмечена большой меланхолией, мечтательностью, легкой грустью и светлой надеждой. Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Морис Равель, «Павана, усопший инфанте». Спасибо.
Знаете, Павана настолько гениальное сочинение, я сначала даже хотел сказать, забыл, что оно небольшое. У меня вот мечта просто в концерте одна Павана, и все, вот послушали, тишина, никто не аплодирует, и улетели в космос все. Павана, Равеля, да, гениальное сочинение. Продолжает нашу программу музыка великого итальянского гения Отторино Респигги, и это будет мировая премьера. То есть не мировая, извините, уфимская, ну почти мировая, башкирская премьера. Вот, премьера в Башкирии практически мировая. Респиги отличается тем, я уже о нем рассказывал, мы несколько сочинений его играли, что он вывел итальянскую именно инструментальную симфоническую музыку снова на мировую арену, сделал ее всемирно известной. Дело в том, что на рубеже 19-20 веков, как вы, наверное, знаете, Италия славилась в первую очередь титанами оперного искусства, которые все и вся затмили именно в итальянской музыке. Вот Респиги снова возродил итальянскую музыку, именно инструментальную и оркестровую. Его музыкальный стиль очень интересный, в нем сочетается, с одной стороны, непостижимое мастерство, удивительное владение всеми современными ему композиторскими техниками, с другой стороны, владение импрессионистским оркестром, искусством оркестровки. Он сам учился несколько лет даже у римского Корсакова, который оказал, собственно, на импрессионистов, на оркестр и на гармонию решающее влияние. И в-третьих, Респиги все время обращался к старинным ладам, как раз григорианским хоралам, и к старинным формам, мадригальным, к раннему возрождению. Таким образом, он осуществлял некоторый переход от движения импрессионизма к неоклассицизму. И вот сочинение, которое мы сейчас исполним, оно с одной стороны принадлежит и импрессионизму, а с другой стороны неоклассике. Это будет триптих Боттичелли. Из 3 частей он состоит, и написано это сочинение под впечатлением картин великого творца итальянского возрождения Сандро Боттичелли. Наверное, многие из вас видели его картины, может быть, даже если не знали, что за художник эти полотна представил, но я всем рекомендую прикоснуться к творчеству этого непостижимого мастера. И триптих Боттичелли состоит, соответственно, из 3 картин. Это произведение. Первая картина «Весна» — это удивительно яркое, искрящееся, пробуждающее, как будто это пробуждение весны, действительно идет пасторальная музыка. Вторая часть — «Поклонение волхвов», довольно длинная пьеса медитативного и молитвенного характера, очень умиротворенного, сосредоточенного, в которой, кстати, используется подлинная тема хорал «Приди, Спаситель», песня, и на основе песни был составлен хорал, которую Респиги раскрашивает разными мелодическими и гармоническими красками. И третья часть — «Рождение Венеры». Для меня это совершенно непостижимая музыка. Она максимально дорога моему сердцу лично, я считаю это подлинным шедевром. Это тоже негромкая музыка, интимного, одухотворенного очень характера. И кто видел эту знаменитую картину «Рождение Венеры», может услышать и увидеть воочию, как в начале этой 3-й части струнный оркестр как будто бы изображает волны, из которых постепенно встает величественная, поглощающая все, весь мир, мелодия Венеры, поражающая своей красотой и снова в конце растворяясь в бесконечности. В этом сочинении 3 части. Я также попрошу не аплодировать между частями, чтобы немножко выдержать тишину. Итак, Отторино Респиги, триптих Боттичелли для оркестра, для камерного оркестра в 3 частях. «Весна», «Поклонение волхвов», «Рождение Венеры». Большое спасибо.
Продолжает и завершает нашу программу сегодняшнюю выдающееся и очень знаменитое сочинение Клода Дебюсси, одного из ярчайших представителей импрессионизма и вообще мировой музыки. Произведение, жанр которого он сам обозначал как эклога. Эклога в литературе — это поэтическое сочинение на тему пасторальной пастушечьей жизни. И вот он назвал это сочинение дословно «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна, запятая, эклога по Стефану Малларме». Это сочинение одночасное, и написано оно под впечатлением прочтения одноименной эклоги «Послеполуденный отдых фавна» великого французского поэта Стефана Малларме, который был предводителем символистов и собирал вокруг себя как поэтов, символистов, так и художников, современных ему импрессионистов. И когда Дебюсси в 1886 году познакомился с этой эклогой, она произвела на него сразу столь сильное впечатление, что он сказал, что хочет создать 3- или 4-частную композицию по мотивам этого произведения. Но когда написал прелюдию еще только к эклоге, понял, ощутил, что уже содержание этой эклоги здесь исчерпано. Он уже все сказал здесь. Стефан Малларме, когда услышал, когда услышал, как Дебюсси играет ему на рояле это сочинение, говорил следующее дословно: «Я не ожидал чего-либо подобного. Эта музыка продолжает настроение моего стихотворения и дополняет его более ярко, чем краски». Сохранилась также программа, которую, вероятно, сам Дебюсси написал. Музыка этой прелюдии, это в партитуре, очень свободная иллюстрация прекрасного стихотворения Малларме. Она отнюдь не претендует на синтез стихотворения. Скорее, это следующие один за другим пейзажи, среди которых витают желания и грезы фавна в послеполуденный зной. Затем, утомленный преследованием пугливо убегающих нимф, он отдается упоительному сну, полному осуществившихся, наконец, мечтаний о полноте растворения во всеобъемлющей природе. Это сочинение сначала было исполнено в конце XIX века в оркестровом варианте только, то есть на концертной эстраде в Париже, и произвело огромный фурор, несмотря на то, что эта музыка очень тихо заканчивается. Публика так долго аплодировала, что музыканты вынуждены были повторить это произведение на бис. Ну а в 1912 году в рамках русских сезонов Сергея Дягилева в Париже состоялся уже балет на эту музыку, где главную роль исполнил Вацлав Нижинский. Вообще фавн — это у древних италийцев божество, они в образе фавна почитали доброго, милостивого духа гор, который ниспосылает плодородие и благодать всем живым существам, полям, соответственно, растениям, животным и людям. А для Стефана Малларме особенное значение в его поэзии, в его стихотворениях имело даже не содержание, хотя, конечно, содержание, безусловно, и его довольно тяжело читать, потому что очень много мыслей, нужно долго проникать в музыку его стихов на французском языке, конечно, это особенное удовольствие. Но для него имело большое значение сама метроритмика стихотворения и мелодика. Я вот нашел небольшой фрагмент в русском, как мне кажется, более или менее соответствующем переводе, и хотел бы, это недолго, буквально 30-40 секунд, его зачитать. Фрагмент, так сказать, о чем будет говорить с нами эта музыка. И я буду делать паузы там, где паузы у Малларме. Это подобно паузам в музыке. Особенно вот мы 29 числа будем Брукнера исполнять, там паузы имеют такое решающее значение. Но вообще в любой музыке, как говорят, что музыка это не ноты, а тишина между нотами, паузы. Вот примерно как писал Малларме. «Вам вечность подарить, о нимфы! Полдень душный растаял в чаще сна, но розово-воздушный румянец ваш парит над торжеством листвы. Так неужели я влюбился в сон? Увы, невыдуманный лес, приют сомнений темных, свидетель, что грехом я счел в роптаниях томных победу ложную над розовым кустом. Опомнись, фавн, когда в пылании густом восторг твой рисовал двух женщин белокожих, обман, струясь из глаз на родники похожих, светился холодом невинности,
Но та, другая, пылкая, чьи жгучие уста пьянят, как ветерок, дрожащий в шерсти рыжей, вся вздохи, вся призыв. О нет, когда все ближе ленивый обморок полдневной духоты, единственный ручей в осоке слышишь ты, напевно брызжущий над флейтою двуствольной. И если ветерок повеет своевольный, виной тому сухой искусственный порыв, чьи звуки, горизонт высокий приоткрыв, спешат расплавиться в непостижимом зное, где вдохновение рождается земное. Вот это небольшой фрагмент, и потом еще там, спасибо, вот такое стихотворение. То есть это фавн, доброе очень божество, после полуденный отдых, он вначале зевает, потом к нему подходят нимфы, он за ними устремляется, они убегают, приходят другие нимфы, что-то еще происходит, вуаль падает, и он в конце засыпает и растворяется в природе. Вот неповторимый абсолютно стиль Клода Дебюсси, мне кажется, эту идею, эту сказку какую-то духовную, такую символическую, воплотил едва ли не сильнее, чем сами стихи Маларме. Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан Клод Дебюсси, прелюдия к послеполуденному отдыху фавна, эклога по Стефану Маларме.
Спасибо большое. Дорогие друзья, вот мы сегодня в концерте исполнили сочинения импрессионистов, такие светлые, возвышенные, которые тихо начинаются в основном и тихо заканчиваются. Вот сейчас мы на бис сыграем произведение, которое еще тише начинается, но очень громко заканчивается. Не буду называть.
Дорогие друзья, спасибо всем, кто был с нами. Мы приглашаем вас на наши следующие концерты. 23 июня будет здесь класс Александра Абрамовича Шисмана. Мастера скрипичного искусства, будут солисты нашего оркестра играть. Ильшат Муслимов, Айгуль Муратова и Анна Козловская, а также Айсылу Сайфулина и Александр Маломожнов, знаменитые выпускники Александра Абрамовича. Потом 25-го будет концерт «Симфоническая ночь» на открытом воздухе. Довольно длинный, в 3 отделениях мы будем популярную очень классику исполнять. И закрытие сезона будет 29 числа июня здесь с 8-й симфонией Брукнера монументальной. Большое спасибо, до новых встреч. Спасибо.